Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Телефонные мошенники продолжают опустошать кошельки доверчивых якутян. Причем преступники стали использовать новую схему обмана. Расскажем, как не попасться на уловки жуликов. Теперь якутские сериалы и новости можно посмотреть из любой точки мира. Все благодаря мобильному приложению НВК. На сегодня его скачали более 18 тысяч человек, и это не предел. Государственная поддержка для открытия собственного дела. Социальный контракт продолжает пользоваться популярностью у жителей республики. Расскажем подробнее. Детское увлечение, которое может спасти от профессионального выгорания. В Ленске открылась студия арт-терапии. Евгению и Максима Арбугаевых пригласили в киноакадемию США. Режиссеры приглашены в отделение документалистики. Предмет «Основа безопасности и защиты Родины» начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы. В состав рабочей группы войдут представители МЧС и Минобороны. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что решение о дополнении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» принципами защиты общества, включая военную подготовку, планируется принять к сентябрю 2023 года. С июля прошлого года в Республиканском социально-оздоровительном центре курсы реабилитации прошли 94 участника СВО и 75 членов их семей. В рамках программы комплексной реабилитации оказывают социально-психологическую и социально-медицинскую помощь, направленные на восстановление функционального состояния организма. Помимо этого, реабилитанты получают индивидуальную психологическую и психотерапевтическую помощь. Также на месте оказывают консультации по вопросам дополнительного профессионального образования и профессиональной квалификации. Продолжается сотрудничество с бассейном «Самородок», где для наших реабилитантов проводятся занятия по методу гидрокинезотерапия, и благотворительным фондом Полежаевым, который также на безвозмездной основе представляет занятия ипотерапии для участников спецвоенной операции. Эффективной частью психологической поддержки являются обряды алгыз, проводимые в доме Арчи, которые способствуют уровню укреплению духа, обретению душевного спокойствия наших бойцов и их родных. Мирнинцы пишут живые письма бойцам СВО. К этой акции первыми присоединились волонтеры «Золотые руки ангела», которые с начала спецоперации начали свою деятельность в поддержку бойцов. В трогательных видеопосланиях, так называемых живых письмах, волонтеры записывают простые, но искренние слова и желают солдатам вернуться домой живыми и здоровыми. По словам организаторов, получить такие письма им будет очень приятно, что о них думают и их поддерживают. Ведь за судьбу бойцов искренне переживают все жители Мирнинского района. Нам передал вымпел город Челябинск. Это волонтеры снимают, чтобы отправить на фронт в поддержку наших бойцов, наших солдатов, что мы с ними, что мы вместе мы сила. Вы знаете, это очень надо, так как я сам приехал недавно с СВО, и когда я зажигал свечи, я всегда вспоминал наших девочек, которые их делают, которые шьют. Это очень приятно. Я считаю, что такие челленджи нужны в поддержку наших солдат и нашей армии. Телефонные мошенники продолжают опустошать кошельки доверчивых нерюнгринцев. Причем преступники стали использовать новую схему обмана. Подробности расскажет Иван Лазаренко. Еще трое жителей Нерюнгри стали жертвами звонивших якобы сотрудников силовых ведомств. Злоумышленники смогли убедить потерпевших, что они совершили госизмену и что от их имени берутся кредиты в различных банках, а деньги отправляются на финансирование вооруженных сил Украины. Так, работница аптеки поверила лжеследователю по особо важным делам и перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей. 63-летний мужчина лишился 200 тысяч, а 29-летний системный администратор поверил звонившим и лишился почти 3 миллионов рублей, отправив их на продиктованные номера банковских карт. Поступил звонок с незнакомого номера. Представились сотрудниками ФСБ. Сказали, что я подозреваюсь в переводе денег в поддержку вооруженных сил Украины. Затем по WhatsApp мне набрали уже сотрудники якобы Центробанка. Запись якобы передавалась сразу же в ФСБ. То есть тот сотрудник изначально, который позвонил, он сразу же это все слышал.
и сказали, что нужно взять кредит суммой больше, на которую изначально была заявка якобы от меня. Несмотря на постоянное предостережение, жители района продолжают попадаться на уловки мошенников. В этом году уже зарегистрировано 142 подобных преступления, а общий ущерб составляет более 56 миллионов рублей. На телефон звонят якобы сотрудники ФСБ, Следственного комитета или других силовых структур и говорят, что вы подозреваетесь в госизмене, что якобы на ваше имя оформлены кредиты и деньги переводятся вооруженным силам Украины. Якобы возбуждено уголовное дело в отношении вас и нужно с ними сотрудничать. Предупреждаем наших граждан о том, что сотрудники силовых структур никогда не сообщают по телефону подобную информацию, не звонят посредством мессенджера WhatsApp. Это делают только мошенники. Еще раз напоминаем, если вы сомневаетесь, то немедленно прекратите разговор и перезвоните на официальную горячую линию своего банка. И самое главное, никогда не переводите свои деньги незнакомым людям. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Вопросы выявления признаков будущей болезни, своевременное начало борьбы с ними, правильное лечение и облегчение жизни больного и его родственников – вот основные темы обсуждения на прошедшей научно-практической конференции, посвященной проблемам когнитивных нарушений среди лиц пожилого и старческого возраста. 24% населения страны – люди пожилого возраста. Многие из них страдают болезнью Альцгеймера и деменцией. Поэтому в Министерстве здравоохранения эта тема считается особенно важной. Существует огромное количество методик, направленных на уменьшение влияния болезни. Пример этому – гериатрический центр Республиканской клинической больницы номер 3, где открыта школа когнитивной активизации. Более актуальным является это болезнь Альцгеймера и деменция, которые приводят к инвалидизации и является одной из причин смертности во всем мире. К сожалению, как в Российской Федерации, так и в нашей республике мы мало диагностируем эти заболевания и нет общего регистра. По данным статистики по Российской Федерации, на данный момент в нашей стране около 50 тысяч человек с болезнью Альцгеймера и всего где-то 175 тысяч с деменцией. В Якутии вот уже несколько лет активно реализуется программа «Местные кадры в промышленность». В числе добывающих предприятий, присоединившихся к программе, и горнорудная компания «Полиметалл». О том, как в компании идет работа с теми, кто решил связать свою жизнь с промышленностью, в нашем следующем материале. Егор Спиридонов, инженер горного планирования южноверхоянской горнодобывающей компании ГОК Нежданинский. Свою жизнь с этой интересной профессией он решил связать еще со школьной скамьи. Именно тогда он начал изучать рынок труда и понял, что промышленность – крайне перспективная отрасль. Огромное количество программ для молодежи, по которым они могут развиваться дальше. Это, допустим, рационализаторские движения, где могут сотрудники предлагать свои идеи о том, как улучшить производство. И если они пройдут конкурсный отбор, допустим, жюри посмотрит, они вот эти идеи могут внедряться в производство. Глобальная программа, научно-производственная конференция для молодых сотрудников, где каждый молодой сотрудник себя может показать, защитить какой-то свой проект и защититься перед топ-менеджментом компании «Полиметалл». И в дальнейшем это может отразиться в их будущей карьере очень сильно. Егору повезло оказаться в одном из самых современных предприятий в отрасли и при этом работать на месторождении с большой историей. Ведь Нежданинская 4-я в стране по запасам. В отдел горного планирования, где работает наш герой, ежедневно стекается много информации от всех служб. Инженер отслеживает конструкции карьеры и разрабатывает самый безопасный для добычи порядок работы. Инженер отдела горного планирования занимается тем, что разрабатывает планы декадно-суточные, допустим. У нас весь отдел занимается тем, что планирование разработки карьеры на год, краткосрочное, долгосрочное планирование есть. Полиметалл активно участвует в реализации республиканской программы «Кадры в промышленность». Компании заинтересованы в притоке мотивированных кадров из числа якутян. Поэтому идет активное общение как и с подготовленными на должном уровне соискателями, так и с теми, кому только предстоит обучаться. Особенно актуально это становится в 2023 году, объявленным главой Якутии Айсыном Николаевым годом труда. У нас на территории республики действует проект, который называется «Местные кадры в промышленность». Только по прошлому году в рамках него в промышленной компании было трудоустроено более 12 тысяч человек. Из них молодежи половина, где-то порядка 6 тысяч человек. Вот. Если в целом взять весь срок действия проекта, то в рамках него в промышленной компании
местные жители были трудоустроены в количестве 49 тысяч человек, и где-то 23 тысячи как раз молодежь, молодые люди в возрасте до 35 лет. Сегодня компания ставит перед своими специалистами сложные задачи и для их решения привлекает исключительно квалифицированные кадры, знающие специфику своего региона и готовые работать на благо родной Якутии. Петр Лукин, Виктор Дьячковский, Якутск. Социальный контракт остается одной из наиболее востребованных мер государственной поддержки. В Алданском районе возможностью получить финансовую помощь активно пользуются граждане, которые хотят открыть собственное дело. Однако сотрудники управления соцзащиты отмечают, что вектор идей сегодня изменился. В какую сторону, узнали наши коллеги. Рабочий день только начался, и кофейня уже принимает первых гостей. Девушки здесь постоянные посетительницы и в обширном ассортименте напитков имеют свои предпочтения. Мы частенько сюда заходим, особенно за кофе на миндальном молоке. Мне кажется, это единственное заведение, где есть такое молоко, поэтому нам все нравится. Кофейня в одном из развлекательных центров Алдана открылась совсем недавно и уже полюбилась многим ценителям кофе. Идеей открытия заведения предприниматель Диана Нурулина загорелась, посетив подобную кофейню в Якутске. Весомым подспорьем стала государственная поддержка. Ну, без поддержки, конечно, никуда. Спасибо, что у нас есть такая помощь. Сейчас много, к счастью, поступает обращений на такие места востребованные. И в этом году обратились более 5 человек. По этому же направлению мы их рассматриваем. Добавив к средствам социального контракта собственные деньги, Диана приобрела оборудование и прошла обучение, детально изучив технологии приготовления кофе. Социальный контракт остается одной из наиболее востребованных мер господдержки. Желающих получить адресную помощь по-прежнему немало. Разнообразны и направления бизнеса. Это активно пользуется у нас кофейни, открывают, да? Ремонтные работы, то есть как бы ремонт, сантехника, все, что с этим связано, цветоводство. То есть если раньше у нас были, допустим, в прошлые года активно у нас развивалась индустрия красоты, то есть сейчас немножко вектор меняется. Соцконтракты с Министерством труда и социального развития Якутии заключаются по ряду направлений. К основным относятся расширение рынка социальных услуг, развитие личных подсобных хозяйств и помощь в трудоустройстве. Особенно активны граждане, которые хотят открыть собственное дело. В этом году на развитие предпринимательства Алданскому району было выделено 16 квот. На сегодняшний день они освоены. Касаемо личного подсобного хозяйства, у нас запланировано 4 квоты, использовано уже 3. Также у нас запланировано 20 квот на поиск работы, но, к сожалению, пока у нас использовано 5 квот. По линии социального контракта на адресную поддержку могут рассчитывать представители ряда категорий граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Возможностью получить безвозмездную финансовую помощь по выходу из кризиса в этом году уже воспользовались 57 человек. Преимущественно это родители, имеющие несовершеннолетних детей, а также одинокие граждане. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара сохранится в Якутске до конца этой недели. Пока кто-то из горожан спасается от жары под кондиционерами и при помощи прохладительных напитков, есть те, кто живут в непривычном для себя климатическом поясе. Так, белые медведи в зоопарке Ортодайду вот уже более 10 лет радуют детей и взрослых. Как проводят лето хозяева Арктики, узнаем из следующего сюжета. Белые медведи – любимцы посетителей зоопарка. Взглянуть на них приезжают практически со всей республики. Самые такие яркие наши питомцы, всем известные, и не только даже у якутян, и за пределами республики. Гости, если приезжают из других регионов, обязательно спрашивают, а белые медведи где? Колыман и Ломоносов – те самые медведи, которые образовали пару в 2016 году. Их дети Алмаз и Харчана радуют взрослых и детей в Ленинградском и Хабаровском зоопарках. Все они находятся под опекой компании «Роснефть», благодаря которой удалось создать комфортные условия жизни для полярных хищников во всех зоопарках страны. Это очень большое подспорье, потому что белый медведь самый крупная хищное млекопитающее наземное, да, и питается исключительно
исключительно, как говорится, животной пищей, да, это и мясо, рыба. Вот. Ну и в качестве добавок, как вы уже увидели, мы даем там что-то вкусненькое из фруктов, да? С 2013-го Роснефть не только заботится о белых медведях в зоопарках, но также изучает полярного хищника в природе. Компания организовала свыше 40 комплексных арктических экспедиций, в ходе которых ученые исследовали и популяции северных животных. Прежде всего, белого медведя. Он считается одним из главных видов биоиндикаторов, по которому можно оценить состояние всей экосистемы региона. Надежда Саханская, Виктор Дьячковский, Якутск. Американская киноакадемия пригласила якутских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Приглашение направили 398 деятелям кино за вклад в индустрию. Арбугаевы приглашены в отделение документалистики. Напомним, фильм якутских режиссеров «Выход» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Несмотря на то, что фильм якутян не получил заветную статуэтку, попадание в финальную пятерку является большим достижением. Участников в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» отбирали более 930 членов киноакадемии. Разнообразие способов релаксации растет с каждым годом. И даже в северных провинциях можно отыскать различные студии и специалистов, работающих в разных практиках. Так, в Ленске появилось новое направление – арт-терапия. С помощью рисования руководитель студии Елена Парамонова помогает своим посетителям преодолевать комплексы и избавляться от страхов. Анна Кожевникова побывала на одной из таких практик. Спасает коллег от профессионального выгорания Елена Парамонова, юрисконсульт одного из самых крупных нефтегазовых предприятий Ленского района. Сегодня она проходит переквалификацию в Международном институте на психолога. Это и детское увлечение рисованием подтолкнули ее на организацию студии арт-терапии. Арт-терапия – это не просто про прорисовать, что-то красиво нарисовать. Это про то, чтобы заглянуть в свое подсознание. То есть мы рисуем в основном на какие-то темы определенные. Мы рисуем эмоции, то есть мы развиваем таким образом эмоциональный интеллект. Мы рисуем страхи, мы знакомимся с различными материалами и смотрим, как наше тело откликается там, на сухой пастель, на акварель, на гуашь. Вот, и анализируем свое состояние. Побыть немного художником и снять эмоциональное напряжение помогают занятия арт-терапии Елены Парамоновой. Сегодня посетители студии работают в технике акварельный скетчинг. Я занимаюсь совсем недавно рисованием, можно сказать. То есть рисование для меня это, считаю, таким методом работы со своим мышлением. То есть пытаюсь изобразить то, что думаю, что в душе накипело. От рисования беру ресурсы, как сказать, укрепляю свою уверенность в себе, стараюсь чему-то научиться. Студия арт-терапии пользуется популярностью среди коллег Елены, но появляются в числе посетителей и ленчане из других сфер деятельности. Некоторые приходят на занятия с детьми. Мне здесь нравится, что я могу рисовать и творить свой внутренний мир. То, что у меня в голове образуется. И я люблю творчество, и я сюда хожу. Рисование – это проявление нашего телесного начала, считает будущий психолог. Через рисунки можно открыть все самые потайные уголки подсознания, нащупать свои болевые точки и научиться работать с ними. И теперь такой процесс самопознания стал доступен ленчанам благодаря арт-студии Елены Парамоновой. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сила в единстве, мастерство в ногах. Представители Московской академии «Спартак» посетили закрытие летнего интенсива якутской футбольной школы «Спартак Юниор», которая является частью масштабного проекта по профессиональной подготовке футболистов. Чем отметился этот сезон обучения, знают наши коллеги. Стать футболистом легендарного клуба «Спартак» мечтает каждый мальчик. А с появлением в якутской школы «Спартак Юниор» у каждого появилась такая возможность. Артему Игнаткину 6 лет. Он занимается в школе всего 1 год, но уже успел побывать в Сочи со своей командой в крупном юношеском турнире АМС Спорт. Здесь он забил первый гол и принес своей команде победу. Мне нравится на футболе бегать, тренироваться, играть в футбол и так далее. Я хотел подзабивать голы и побегать.
И вот я тренируюсь, чтобы стать футболистом. И я наконец-то стал футболистом сильным. Якутский «Спартак Юниор» – первая партнерская школа на Дальнем Востоке. В ней обучается около 200 детей. Здесь начальная подготовка начинается уже с 4 лет. На базе стадиона «Юность» прошел футбольный интенсив в формате дневного лагеря. Мы углубленно постарались дать именно те основы футбола, которые им там пригодятся в будущем. Мы очень надеемся, что ребятам все понравилось. И таким образом те полученные навыки обязательно пригодятся для ребят в будущем. Мы посмотрели от и до весь процесс тренировочный детей, там отметили для себя моменты из тренировок, а также отметили для себя там ряд футболистов, которых будем рекомендовать в последующем для прохождения стажировок уже в стенах Академии в Москве. На закрытии интенсива были приглашены гости из московского «Спартака», которые занимаются отбором перспективных спортсменов. У нас есть план, график соревнований, составленный заранее, по которым мы планируем свои командировки. Это как Москва, Московская область, так и регионы России. К нам приезжают и дети на просмотр, которых мы смотрим в наших группах, смотрим их потенциал. К нам приезжает тренерский состав. Мы делимся, мы открыты. И рассказываем про наши методики, про то, как мы общаемся с детьми, какие упражнения, какие методы и способы мы применяем для того, чтобы ребята развивались и становились спортсменами-профессионалами. Юных футболистов из Якутии мы очень хорошо знаем, потому что, как я говорил, они приезжают к нам и проходили недельные стажировки. Это живые, хорошие ребята, которые получают удовольствие от футбола, которые хотят заниматься футболом. Они видят цель, они знают, чего они хотят. И я считаю, что обязательно, рано или поздно, якутские ребята окажутся в Москве и, в частности, в московском «Спартаке». У Академии «Спартак» обширно развита партнерская программа. Более 150 школ в Москве. Данный проект планирует свое дальнейшее развитие. Он дает возможность детям с разных регионов страны попасть в профессиональный спорт. Ведь важно приобщить детей с ранних лет к спорту и к здоровому образу жизни. Алиса Яковлева, Мария Кардашевская, Джоустан Иннокентьев, Якутск. И к этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.